Вот еще у нас щенок. Такой, как будто бы уже выросла собака. Вообще щенок, еще года нет, ему месяцев 7. Ну, у нас паспорта есть, и паспорт есть на каждую собаку. Все. Это у нас было 5 щенков, привезли по программе ОСВВ. Вот отлов, стерилизация, вакцинация. Малюсенькие, мы думали, что мы их вообще, что они не выживут. Совсем маленькие, 5 щенков. Вот это братец Лис. Остальных мы вам потом поснимаем, где-то попрятались, разбежались. Вот. Одного у нас взяли. Двое сестра-то, 2 сестры-то его уже в Германии живут. Золушка, да. Золушка и... Как это-то? Василиса, да. Ну, Василиса и Золушка живут в Германии. Прекрасно живут. Тоже нам видео присылали. Вот у нас теперь остался братец Лис. Потом, кто у нас? Филиппок. И вот, который немножко ножка побаливает у него. Как его зовут? Добби, по-моему. Вот. Я хочу сказать, почему они у нас все 5 выжили, здоровенькие, крепкие. У нас еще появилась Катюха, собака. Мы ее на улице сами подобрали. Ну, впечатление, думали, что кто-то с тайги завез в поселке и бросил. И она такая у нас активная, дрыганная, смешная. Но когда она увидела маленьких щенков, она всех перетащила к себе в вольер. И стала кормить. У нее не было молока, но до того у нее этот материнский инстинкт появился, что у нее на гормональном фоне появилось молоко, и она молоком выкормила 5 щенков. Но они вот теперь сейчас больше Кати. Ну, мы Катю потом вам покажем. Очень хороший пес, игривый, ласковый, добрый. Ну, вот надо его тоже, надо ему семью обязательно. Потому что больших собак взрослых побаиваются. Ну, они же дети, конечно, они побаиваются. Ну вот, пока вот обзор показали вам несколько собак. Думаем, в следующий раз следующих. Да. Филиппок. Вот он, это тот Катькин пасынок, или как назвать, приемный сын Катин. Вот такие красавцы выросли из вот этих ладошки. Как мы переживали, что не умрут. Ну что, 1,5 месяца. Все, Катя, мама всех выкормила. Посмотрите, какое чудо красивый. Это вот 2 брата. Вот она, мама Катя. Краля, ну давай, ты тут гостья. Вот она, это мама Катя, а вот ее детки. Представляете, детки больше уже мамочки. Да ты моя сладкая, да такая хорошая. Ой, воображуля. Смотри-ка. То есть, получается, она их выкормила. То есть, это как бы не ее щенки? Не, вообще, она даже не рожала. У нее никогда не было, молока не было, ничего. Это что, такие эмоции у собаки произошли. Она их всех прям за шкурку перетащила в себе в вольер, спрятала в будку, вылизывала, кормила. Они ее сосали. Мы-то давали молочко, там такое, ну, чтобы они лакали немножко. Она, бедная, ходила, у нее вот грудь, там, сисечки эти бордовые были, но не было. И вдруг появилось, на 3-й день появилось молоко. Они ее рассосали, и видно, у нее вот в гормональном фоне вот это эмоции проявились, что щенков спасать надо. Она всех 5 выкормила, все живы, здоровы. Молодец. Вот вон кони какие, вот, пожалуйста, это сын, приемный сын. И этот вот, убежал уже, которого мы снимали. Молодцы. Это вот Филиппок, а этот получился... Буран, ты на улицу собрался? Потом. Бураш, пошли, пойдем. Держи, вот я не знаю, с кем они дружат, с кем не дружат. Вот получается за лето у нас еще 3 добавочных дворика мы сделали. Ой, даже не 3, 4, 12 же, 4 добавочных. Ну, они, видите, как хорошо мы их кормим, занимаемся с ними. Они вон как коняки. Всю нашу проволоку раздвинули. Да, Марина? И кто там? Пытались даже и вылезти оттуда. Клава вылезла оттуда. Вот теперь мужчины сеткой все заваривают, ну, чтобы им и видно было. И вот.
что вот, ну, конечно, самое вот это шедевр они сделали, это шедевр сделали ограждение. Я так смотрю, что даже в этих частных фирмах такого красивого забора ни у кого нет. Вот наши герои. И вот два героя, ну третий еще герой, но сегодня не пришел. Мы его заочно благодарим, Сергея. Вот 10 будок, вот новые. Еще будут это, получается, спальные места. Да, сняли кровь. Это я сказали, да, что Галина все тут это у нас. Мать Тереза. Да, дизайнер наш, Галина. Дизайнер, Галина, дизайнер. Рабочий наш процесс. Приходите, помогайте. Будет веселее, да? Это очень тяжело. Да. Погода такая.